6 октября 1783 года произошло крупное сражение между отрядами чеченцев и генерала Потемкина. Этому сражению предшествовал ряд событий. Так, в июле 1783 года в Горе с иверийским царем Ираклием был подписан Георгиевский трактат, и стало ясно, что картлийские, кахетинские, иверийские и мангрельские земли рано или поздно попадут под власть и защиту российской короны. Это определило и судьбу северокавказских горцев, склонных без конца мешать бесперебойному сообщению между кордонной линией и владениями за Кавказом. Уже весной 1783 года отряд полковника Кекас сжег немирный чеченский аул Атаги и заставил его дать аманатов. Так тогда назывались заложники, своей жизнью гарантировавшие мир. Осенью того же года сам генерал Потемкин взял приступом Ханкалу и совершил карательную экспедицию за Сунжем. Эти события стали своего рода предтечей цепи событий, которые вошли в историю как Кавказская война. В октябре 1821 года в Чечне вспыхивает восстание под руководством Бейбулата Таймиева. С именем Таймиева связано почти 3 десятилетия истории Чечни. За 30 лет активной военно-политической деятельности он был лично знаком со всеми главнокомандующими Кавказской армии, взаимодействуя с ними или, напротив, сопротивляясь. Вся его жизнь – это мучительный поиск выхода из сложившейся для Чечни ситуации. В своих неоднократных переходах на службу русской армии он пытался найти наиболее приемлемый вариант взаимодействия. В который раз, обманутый в своих надеждах, Бейбулат Таймиев возглавляет борьбу чеченцев. На съезде чеченского народа в селении Марфрук в 1821 году Бейбулат Таймиев способствует избранию имамов в Чечне известного религиозного деятеля Магомеда Майтрубского, а сам остается военно-политическим лидером. Всеобщее восстание под руководством Таймиева продолжалось вплоть до 1821 года. В октябре и ноябре 1840 года известный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов участвует в ряде войсковых операций в Нагорной Чечне. В начале октября Лермонтов назначается командиром охотничьего отряда, названным командованием отрядом головорезов или Лермонтовским отрядом. В конце октября в крепость Грозную прибывает командующий Кавказской линией и Черноморья генерал Грабый, под командованием которой разрабатывается осенняя кампания. 27 октября генерал Грабый во главе отрядов Голофеева совершает поход в Малую Чечню. С боями он проходит Гайтинские и Гехинские леса и разоряет уцелевшие здесь аулы. В рамках этой операции поручик Лермонтов со своим отрядом принимает участие в разорении аулов Алды, Гайты, Гехи, Мартоп и Аки-Юрт. 30 октября он принимает участие во втором сражении на реке Валерик. В то же время следует отметить, что именно этот период в сознании поэта Кавказ ассоциируется с жилищем вольности простой, которая противопоставляется стране голубых мундиров и неволе душных городов. 10 октября 1859 года сосланный в ссылку имам Шамиль прибывает в Калугу, однако ссылка была довольно условной и почетной. Так, чуть ранее император Александр II удостоил Шамиля личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию в 15 тысяч рублей. Шамиль снял трехэтажный особняк в Калуге и жил по-княжески. В его владениях была даже маленькая мечеть. Его старший сын Гази Магомед остался с отцом. Третий же сын имама Магомед Шейхи был зачислен офицером личного императорского конвоя. В 1864 году, когда российские войска подавили последние очаги сопротивления, поставив окончательную точку в Кавказской войне, Шамиль отправил Боретинскому поздравительное письмо. А еще через 2 года в зале Калужского дворянского собрания вместе с сыном присягнул на верность русскому царю. В Чечне же в ходе Кавказской войны, по неофициальным данным, погибло почти треть всего населения. Из 1,5 миллиона населения осталось порядка 4 тысяч. 2 октября 1889 года родился один из крупнейших чеченских писателей Саидбей Арсанов, который оставил о себе память как человек, который в своем творчестве и в общественной деятельности плодотворно осваивал опыт других культур, в первую очередь российской и европейской. Молодость Арсанова пришла на бурное революционное начало века. Он учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, участвовал в студенческих демонстрациях, за что был арестован и сослан, бежал из ссылки, эмигрировал в Германию. Затем его бросило в гущу гражданской войны. Вернувшись в Россию, Арсанов воевал на Дальнем Востоке. В начале 20-х годов Арсанов на различных руководящих постах в партийных и советских структурах в Чечне много внимания уделял вопросам просвещения. С 1926 года по 1930 год Арсанов уполномоченный представитель Чечни в Москве. Арсанов известен как автор первого в чеченской литературе крупного эпического произведения, которое было высоко оценено критикой.
25 октября 1908 года в чеченском селе Лохнаури-Натечной родился Абдурахман Авторханов. Родился и учился одновременно в двух школах, и русской, и арабской. В 1923 году он ушел из дома в город, где и получил свою фамилию Авторханов при поступлении в Грозненский детский дом. Авторханов с молодости попал в партийную элиту. В 1937 году был арестован, подвергался пыткам, имитации, расстрелам, оправдан судом и вышел на свободу 22 апреля 1942 года. По словам самого Авторханова, после расстрела он дал себе клятву бороться с советской властью всеми возможными способами. С этой целью перешел линию фронта. После войны был профессором Американской военной академии и председателем ее ученого совета. Абдурахманов – автор ряда книг по истории СССР и его системе управления. Яркая жизнь Абдурахмана Авторханова оборвалась в апреле 1997 года. Чеченец, крупный политолог, борец за справедливость, ярый противник советской власти, коммунистической идеологии и большевистской практики. Авторханов скончался в германском городе Ольсинге. В октябре 1919 года Меджлис горских народов Кавказа выразил протест представителям Антанты в связи с бесчинствами частей генерала Деникина в Кабарде, Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Чуть ранее, в начале 1919 года, Деникин занял Терек и, продвинувшись в Дагестан, назначил начальником Терско-Дагестанского края генерала Ляхова, который 3 февраля 1919 года сообщил горскому правительству, что нужда в нем отпала. Позиции горского правительства и без того недостаточно прочные, в результате вторжения на Северный Кавказ добровольческой армии Деникина еще более ослабли. В 1919 году Меджлис горских народов Кавказа делегировал из Тифлиса на Северный Кавказ своих представителей для руководства восстания горцев против армии Деникина. Тем не менее, раздираемые по разные стороны различными правительствами власти, гражданская война на Северном Кавказе завершилась полной победой Красной армии весной 1920 года. В октябре 1922 года в Москве создается комиссия ЦК РКП по Чечне, которая практически сразу же после своего образования высказалась за выделение чеченского населения из состава Горской республики в самостоятельную административную единицу. В том же октябре в комиссию включается и Климент Ворошилов. Чуть позднее, уже в январе 1923 года, он вместе с Анастасом Микояном, работавшим тогда секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП, Буденным и Левандовским, выезжает непосредственно в Чечню, где выступают с речью на первом съезде трудящихся, который положил начало образованию автономной Чеченской области. 28 октября 1932 года образовано издательство «Грозненский рабочий». Издательство было образовано на базе газеты «Грозненский рабочий», судьба которой тесно связана с судьбой республики. Начав издаваться большевиками в марте 1917 года под названием «Товарищ», газета поменяла несколько названий: «Известия Грозненского совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов», «Красный труд», а с 1925 года по конце 80-х выходила под названием «Грозненский рабочий». Уже в первые годы своего существования газета привлекла серьезные журналистские кадры. Одним из первых ее редакторов был Катаев, известный в ту пору литератор. В 20-х годах в газете работали писатели, поэты, публицисты, имена которых были известны всей советской России. В 60-е и 80-е годы газета стала настоящей кузницей журналистских кадров. Многие сотрудники газеты впоследствии стали ведущими журналистами московских и центральных изданий. В советское время ее тираж достигал 140 тысяч экземпляров.